Нам сказали туда. Ырагун булдыр хакка юлдаштым. Паянхикун Чуваш Республики нации библиотеки Чизире. Урмат видите хабас. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Национальной библиотеке Чувашской Республики, приветствовать всех собравшихся в этом зале. Мы праздник песней открываем, Чувашию родную прославляем. Премьера песни «Савна Чавашвень» исполняет автор, заслуженный деятель чувашской национальной культуры Зинаида Христофорова. Встречайте! Савна Чавашвень, Мсире Валерия Драйв, Кадема Шут Паян, Хизельдейдешта.
Зинаида Христофорова, поддержите первого выступающего. Ему очень тяжело. Спасибо. В этом году мы отмечаем головокружительную дату. Угадайте, какую? 100-летие, совершенно верно. 100-летие со дня образования нашего дружного сообщества. И мы приглашаем на сцену народного писателя Чувашской Республики Юхму Михаила Николаевича, который более 40 лет является председателем Союза писателей Чувашской Республики. Дорогие друзья, как вы услышали, я буду кратко. Союз писателей Чувашии создан в 1923 году, буквально через 3 года после создания Чувашской автономии. Это самые активные в то время наши пишущие люди, писатели, журналисты, вместе Союз писателей и журналистов Чувашской Республики. Потом создается в масштабе Советского Союза Союз писателей СССР, и наша организация вошла в состав Союза писателей СССР. И все члены Союза писателей журналистов Чувашии стали членами Союза писателей СССР. В те годы быть членом Союза писателей СССР это было очень почетно. Везде уважали писателей, везде помогали писателям. И вот создано было литературы для помощи писателям фонд. Сейчас в Союзе писателей Чувашской Республики у нас 142 члена Союза писателей. Сегодня мы принимаем еще 3. Билеты вручим, и будет 145 членов Союза писателей. Согласно последнему уставу, который официально зарегистрирован, мы можем принимать члены Союза писателей россиян, живущих независимо территории, скажем, где-нибудь живут в других областях, мы имеем право, возможность принять их в Союз писателей Чувашской Республики, регионального отделения Союза российских писателей. В Союзе российских писателей самые ведущие писатели бывшего Советского Союза, начиная с самых известных корифеев нашей советской литературы. Все, больше что мне сказать. Теперь скоро у нас по числу будет 145 членов Союза писателей. Желаю провести сегодняшний большой праздник. На самом деле, столетие даже не верится. Столетие нашего Союза писателей. Желаю всем успехов. Я радуюсь тому, что как мы дружно живем, поддерживаем друг друга, помогаем всегда. И так, кстати, мы постановили литературный фонд при Союзе писателей Чувашской Республики, официально работает литературный фонд. Имейте это в виду. Еще желаю всем провести наш вечный праздник. С тобой считали, это обозначает красавица, которой покровительствует луна. Впервые к нам приехал дорогой, почетный гость из Москвы, заместитель первого секретаря Союза российских писателей
писателей Осипян Левон Аванесович. Мы приветствуем его на гостеприимной чувашской земле и под бурные аплодисменты приглашаем на сцену. Здравствуйте, поздравляю вас с такой большой датой и желаю всего наилучшего писательской организации Чувашии. И хотел бы зачитать поздравительное письмо от имени правления Союза российских писателей. Председателю Союза писателей Чувашской Республики Михаилу Николаевичу Юрьевичу. Уважаемые коллеги, уважаемый Михаил Николаевич, правление Союза российских писателей поздравляет Союз писателей Чувашской Республики с юбилеем, со столетием со дня его основания. Чувашская литература имеет древнейшие корни. Чувашский народ прошел сложный исторический путь. Древние чувашские литературные произведения были записаны древнеруническими письменами, которые, к сожалению, не сохранились. Литературно-художественное творчество чувашей было представлено богатым фольклором, народным чувашским эпосом о богатыре, улыбе, легендами, устными сказаниями. Первые оригинальные произведения чувашской литературы были созданы на основе обработки сюжетов и мотивов фольклора. Чувашская литература XIX и XX веков представлена произведениями выдающихся писателей, классиков чувашской литературы, таких как Константин Иванов, Миши Сесте, Яков Ухсай, Петр Хузангай, Василий Мета, Миколай Ильбек, Юрий Скворцов, Семен Эльгер, Николай Шереби. Чувашские читатели зачитываются очерками и научными трудами о Китае Никиты Бичурина, поэмами Михаила Федорова, пьесами Федора Павлова, повестями и новеллами Василия Игнатьева, Кибека, Дмитрия Афанасьева, стихотворениями Алексея Воробьева, пьесами Николая Терентьева, произведениями Семена Хумы, Ефрема Илеева. Современная чувашская литература достойно представлена произведениями Миши Юхмы, Василия Эндипа, Бориса Чиндыкова, Порфирия Афанасьева, Юрия Семендера, Ардема Гали, Эдисона Пакмара, Василия Лаврентьева, Альбины Юраду, Любови Петровой, Галины Белгалис, Георгия Хавалы и других. Вот. Еще не все. Глубокие духовные связи объединяют чувашский и русский народ. Чувашская художественная литература развивалась под большим влиянием русской классической литературы. Творчество всех известных писателей Чувашии всегда было связано с деятельностью по переводу произведений классиков русской литературы на чувашский язык и чувашский на русский язык. Активно развивались межязыковые и межлитературные русско-чувашские связи. О чувашском народе, чувашском языке и чувашском крае писали русские писатели Дмитрий Фурманов, Вениамин Погидяков, Дмитрий Однолишин, Александр Фукс, Валентина Чаплина, Владимир Грибанов. В своем духовном завещании Иван Яковлевич Яковлев, педагог, патриарх просвещения чувашского народа, создатель чувашского алфавита, новой чувашской письменности, русско-чувашского словаря, открывший около 400 народных школ для чувашских детей, писатель, переводчик, фольклорист, писал, обращаясь к чувашскому народу. В обращении к родному языку нет измены русскому делу. Служить великому русскому Отечеству можно, не забывая родного языка, воспринятого от матерей ваших.
Современные чувашские писатели продолжают лучшие традиции классической русской и чувашской литературы. Союз российских писателей желает вам счастья, здоровья и творческих успехов на ниве отечественной литературы. Сопредседатели Союза российских писателей Олег Глушкин, Юрий Кубановский, Михаил Кураев, Арсен Титов, Николай Шамсудинов. Правление Союза российских писателей Геннадий Калашников, Леон Осипян, Владислав Атрошенко, Борис Котневский, Галина Умывайна. Первый секретарь правления Союза российских писателей Светлана Владимировна Василенко. Значит, помимо читания этого письма поздравительного, у меня есть такое торжественное поручение вручить грамоты и благодарственные письма членам Союза писателей Чувашии, которые являются и членами Союза российских писателей. Ну, во-первых, почетная грамота Союза российских писателей за большой вклад в развитие традиции русской и чувашской литературы и в связи с столетием Союза писателей Чувашской республики награждается Юркин Михаил Николаевич, народный писатель Чувашской благодарственное письмо Союза российских писателей Шатилову Виктору Петровичу. За творческие успехи, ну и столетия. Благодарственное письмо Казакову Волжанину Илье Валерьяновичу. Поэт, член Союза российских писателей за творчество в литературе и связи столетия. Почетная грамота за большой вклад в развитие традиции русской и чувашской литературы и в связи с столетием Союза писателей Чувашской республики награждается Петрова Любовь Алексеевна. Почетная грамота за большой вклад в развитие традиции русской и чувашской литературы награждается Патмар Ильдисов Иванович. Награждается почетная грамота за большой вклад в развитие русской традиции русской и чувашской литературы. Награждается белгарец Галина Алексеевна. Ее нет. Ее нету, да? Нет, да. Ну, я передам тогда Михаилу Николаевичу. Еще раз поздравляю всех вас с таким большим днем. На самом деле это великое дело, 100 лет писательской организации Чувашской республики. Да, и дай Бог вам
всем процветания, новых произведений, издания новых книг, поддержки этой писательской организации со всех сторон, да, чтобы как-то помогали. Я надеюсь, потому что такой достойной организации надо еще поискать. Так что всего доброго. Ну, давайте, я попрошу вас задержаться на некоторое время. И приглашается Михаил Николаевич для поздравлений. Подождите. Но на самом деле мы привезли еще подарки в виде наших изданий Союза российских писателей. И вот мы предлагаем сделать, у нас такой журнал есть «Паровоз», в котором отдельные вагоны. И вот предлагаем составить чек из 9-10 авторов, такой вагон, именно связанный с Чувашией, да, Михаил Николаевич. Это все мы передадим. Я не знаю, вот, Михаил Николаевич, кому дарить, вам или библиотеке, как вы считаете? Да, это наши издания. А есть кто-нибудь представитель библиотеки? Диплом и медаль. Разрешите первый диплом и первый медаль вручить нашему дорогому гостю из Москвы. О красоте чувашской земли, о Чебоксарах написано много песен, но песня, которую вы сейчас услышите, прозвучит здесь впервые. Из Ульяновской области приехал наш друг, певец, композитор Сергей Лямин. Он исполнит песню на стихи Николая Малянина. Встречайте. Праздником 100 лет это не хухмы. Здорово. Я вас поздравляю. И, конечно же, это как подарок на столетие. Я много слушал песен о Чебоксарах. Вот одна из них написана на стихи моего друга, ульяновского поэта Николая Маренина. Там приписка вот к словам. Туесок из бересты. Одно из многих, один из многих переводов слова шупашка. Туесок из бересты. Ой, да сядь на крылечке, запою на 3 версты, как приплыл сюда по речке, туесок из бересты. Волга-матушка встречала, волны бились о причал, здесь души моей начало. Перепутье всех начал. Распахните, Чебоксары, очи ясные свои. Я влюбился в эти чары, в очи эти юрты. Блики света из оконца, на цветах блестит нектар. Для меня ты город солнца и бесценный Божий дар. Для меня ты город солнца и бесценный Божий дар. На заре ласкают взоры соловьито-синей зари, колокольни и собор, парки да монастыри. Чебоксарка и Кайбука кружат волны забытья, и плывет из переулка
солнца алая платья. Распахните, чебоксары, очи ясные свои. Я влюбился в эти чары, в эти речки и ручьи. Блики света и законца, на цветах блестит нектар. Для меня ты город солнца и бесценный Божий дар. Для меня ты город солнца и бесценный Божий дар. Я сам не из Чебоксар, из Ульяновской области, село Дмитриево-Помрязкино. А здесь у меня живет сестра моей жены. Жена у меня отсюда. И я влюблен не только в нее, но и в Чебоксары. Я люблю этот город. Бесподобный город. Спасибо. Сергей Лямин. В 2015 году, участвуя в мероприятии, посвященном Году литературы, мы придумали девиз: «Вступая в год литературы, дадим себе наказ простой: не создавать макулатуры и не поддерживать застой». С этим девизом мы живем и сегодня. При содействии Министерства культуры фонд библиотек постоянно пополняется книгами наших представителей. Сегодня на нашем празднике присутствует заместитель министра культуры Чувашской республики Богуславский Георгий Леонидович. Вам слово. Дорогие друзья, коллеги, очень приятно сегодня чествовать 100-летний юбилей Союза писателей Чувашской республики. И вот те аплодисменты стоя, Михаил Николаевич, которые прозвучали в начале, 40 лет вы возглавляете Союз писателей, и те аплодисменты были не случайно. Сам я вырос на тех чувашских сказках, автором и составителем которых вы были. То есть мое детство прошло практически вместе с вами. Я смог прикоснуться к древней культуре чувашского народа с помощью того литературного слога, которым вы красиво это все писали. Уже более 100 лет, уже можно говорить смело так, Союз чувашских писателей стоит на страже чистоты и культуры чувашского слова. Наверное, всем членам Союза писателей хотелось бы пожелать неиссякаемой творческой энергии, чтобы ваше перо никогда не стачивалось и не ступлялось, чтобы у вас всегда была бумага для записей, и чтобы ваши книги были вырублены для каждого последующего поколения той азбукой, которая они впитывают с детства. Хотелось бы обратиться вот к тем молодым людям, детям, которые... Вот, дети, вы видите меня? Я, знаете, что хочу вам предложить? Вот вы оглянитесь вокруг себя, и вы увидите тех людей, имена которых написаны в книжках, которые есть в каждой библиотеке, в каждой школе, в каждом доме, в каждом микрорайоне. Эти книги есть. Это живые легенды, которые находятся рядом с вами. И запомните этот сегодняшний 100-летний юбилей, потому что вы еще внукам будете рассказывать, что увидели Михаила Николаевича Юхму и других выдающихся писателей чувашского народа. С праздником, дорогие друзья! С днем рождения! Нашего друга, заместителя министра культуры Богуславского Георгия Леонидовича, получаем наш диплом 100-летия Союза писателей и медаль номер 2. Наш город один из самых красивейших городов Поволжья. В этом немалая заслуга первого президента Чувашской республики Николая Васильевича Федорова. В адрес Союза писателей пришла правительственная телеграмма.
председателю Союза писателей Чувашской Республики Михаилу Николаевичу Юхмину. Уважаемый Михаил Николаевич, сердечно поздравляю вас и ваших коллег по литературному цеху со знаменательным юбилеем столетием Союза писателей Чувашской Республики. Признанные мастера пера благодаря неустанному, вдохновенному труду вы с честью выполняете свою высокую миссию, бережно храните самобытное духовное наследие народа Чувашии, пробуждаете в читателях интерес к истории родного края, приобщайте их к вечным ценностям, воспитывайте патриотизм, любовь к ближним и неравнодушие к судьбам отчизны. Искренне желаю вам всем крепкого здоровья, успешного осуществления ваших планов, новых творческих взлетов, благополучия, счастья и всего самого доброго. С уважением, первый президент Чувашской Республики, сенатор Российской Федерации Николай Васильевич Федоров. Слово предоставляется представителю Общественной палаты Чувашской Республики Владимиру Геннадьевичу Тяпкину. Салам, как Михаил Николаевич. Салам, не может сын глядеть спокойно на горе матери родной, не будет гражданин достойный к отчизне холодной душой. Вы сын Павла писателя Некрасовича у вас, так сказать, извиня. Конечно, писатели и поэты совесть нации, это всеми признано. И безусловно, чувашские писатели находятся в авангарде практически элиты нации, и Общественная палата, во-первых, в лице Шакина Ванифатия Васильевича благодарит Михаила Николаевича за то, что вы пригласили, и с этим большим юбилеем всех вас поздравляет, творческих успехов, и низкий поклон вам за ту общую работу, которую мы с вами все делаем по формированию гражданского общества. Это одна из магистральных задач Общественной палаты и всего общества. По ходатайству Михаила Николаевича разрешите от имени Общественной палаты вручить благодарность. Благодарность вручается учитель чувашского языка, специальной, то есть коррекционной, общеобразовательной школы. Но куда ведущий Зем Галашевич выросла, Михаил Николаевич выросла Галария, выросла Дагашна Бура, французла Дагашна Бура, а куда щедно благодарность вручается учитель чувашского языка специальной, коррекционной, общеобразовательной школы номер 2 Чебоксаре Матьяновой Елене Васильевне за активное участие в общественной жизни и личный вклад в развитие гражданского общества Чувашской Республики. Питилая хунанан Чувашстагала Шмалыне, Анчах Тапина Бужира, Гыты регион Зенчен Кенне, Чувашстанлан Манчезембур, Шабанбада Инди, Ефите Чувашла, Калайжашин Чиде, Анчах Тапизените Инди, Кисептовастизе, и Бербурсла Едиерна программана, Хажалу и Татпар, Халидя Ханана Ченегин, Сенешине Ченегин Ханан, вот Чувашла, Запыльнись, не Васхайнди. Многолетняя дружба связывает нас с ректором Новочебоксарской академии технологий управления Селивановым Иваном Михайловичем. Он принимает активное участие в жизни нашего союза, оказывает большую помощь и поддержку. Пожалуйста, приглашение на сцену. Поэт, писатель Земжитне, вызов уял. Дөрмер, сен жыл кушигнама, алды жыл кушигема, 70 жылдама
Загадında marşar жыл. Жамда сидес, ырысым дуза. Хам республикари, тогда хам береген, дусыр жыври, берендеген зенден, асылы, водан кулды, дедусен ден, сирен, хизепле, сирапжезен, хизепле Михаил Николаевич, херулеренде, херулле, салам! Видите, раскаларес кунда калашны сирапжезен, нумай жекилеймен, сынавта бізен радиоға, телевизор байыттес, президент баянги кун илдеген шак. Пызы уяла республика жайдек атмадились. Нумая кумас Николай Васильевич Федоров саламны не отдатыс. Николай Васильевич Ирен Перренес Ердюс, президент. Халық Кушинде Терлерен Алла Жузебур. Всем, наверное, Эдем Кулуна Дюхне Лайхите Надярите Курде власть. Но Николай Васильевич Ирен Республика Жын виден умай, что нам. Она тересете закаламала. Нумай получил Ирен Академии неде. Ирен Академии Вачала Генебе Учай Леген Академии Мар. Я беру на Хамур Дельмен. Хамар Кушпа, Хамар Станба, Ураба, Хамар Силит, Луташсе Беси, Лунды Цандрза, Ваткунда Михаил Николаевич Махматрай. Черегена, Кайлда Михаил Николаевич Силен Дудапов. Я беру Шамаршаганда, Николай Васильевич Федоров, Нумай Булыши. Унгышын, Волгалана Самасайын Кышын, Мана Калама Ева. Но я шамба Сирия де Ундарашинба, Юд Шержевризен, Хамр Шержеври, Ирен Академии сотрудничен, Мельне Саламлами, Синтей Глазапараш Михаил Николаевич. Глубоко уважаемый Михаил Николаевич, позвольте искренне от души поздравить вас, членов Союза писателей Чувашии, со знаменательной датой, со столетием образования Союза писателей Чувашии. Историческая дата 1989 год стала для Союза писателей Чувашии не только у нас в стране, но и далеко за рубежом запоминающейся. Этот год основания Чувашского общественно-культурного центра. За все эти годы, с момента основания общественно-культурного центра, Союз писателей Чувашии, руководимый вами, глубоко уважаемый Михаил Николаевич, как никогда удачно вписался в заметную структуру нашего общества. Союз писателей Чувашии активно участвует в культурной жизни республики и страны, реализует интересные проекты, заботится о патриотическом нравственном воспитании молодежи, прививает подрастающему поколению любовь к чтению, ведет плодотворный диалог с зарубежными коллегами. От души желаем вам, глубоко уважаемый Михаил Николаевич, в вашем лице творческой интеллигенции Союза писателей Чувашии неиссякаемой энергии, вдохновения, оптимизма, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих побед. Пусть ваше перо, уважаемые коллеги, всегда находится в начале живой строки, как литературной, так и жизненной. Ректор Академии профессор Селиванов. Михаил Николаевич Мажаракаларым Жиргытла Плетевна. Бұл елі райында, я пападыр райында. Егер онда мұқтарапы, ол мен саласына онда жетпе тұржапы. Шавсене, ол ұлының ештуынызене шуда емсе, Ирен Академия, Шабет, Сиренелеге, медаль қатырлерін. Ирен Академии, Серегемере Бурумба,
Чего сударствен? Или необходимите черегомер, силегричу. Шамба, Николай Николаевич, силеги зяшнеся. Тут силег, когда сылу, думали всем думасун, да? Как? Наконец, я помал. Не хватает. Медаль. Метрона каста базарда үйіне баламады. Халық сен күршінде, қамыр студент сен күршінде, бірәдеген сен күршінде қосатымда сирептен. Удостоверение, как я брат. Дулацки унучил күршінде, үмелі. Союз писателей Чувашии, перед академике, сервисы лица, лучше жизнь кажется тюлемя пошла. Ваязигуна, Болгария, Перура, Испания, Мексика, Китайра, Казахстанра, тогда тысячи жизнь делал. Каждый сержура, как где там бредли вечером искать. Михаил Николаевич Сердегин Гизене, Кударца Чуле. Шамнан передавай Михаил Николаевич. Шам, Дезен Галамова. Сирия, Пешта Гана Бердес Михаил Николаевич Тересибе. Шамбая Тересибе Галабну, Танав Сирия. Харайнзе. Моя кума, будучи лояльным диагностическим саппортом, тимчера секретарь загарес, кондор национальный экран, Перуран, будет делегация. Михаил Николаевич, я вам сандал перед землей силажу. Он князь Гизене, как первый напарзаем, она кужарать, испанский, основной язык испанский. Как испанец телевидение уже расписал. Да. Узин дел программу землю, силиса книги землю. Пора. Она не эксперт, созду ударение. Испания телевидение, электронную почту бас Сирия забадет, Ирия забадет. Сирия землю. Испания телевидение брегенцем кунда думай. Шамба Унижение Николаевичу, сама Калаза Барашин Райбна Владислав Кучаркине, Калаза Барашин Николаевич. Между тем, паяки Богом Георгурнес. Шуржер Америкада, Кондорла Америкада, Ништака Загревец, Меледи Бузан, Россия Петермеледесе. Шаг Ударсен, Перуранги Геленсен. Турции не здесь, поскольку воздушный коридор закрыт. Турции день Пиномада говорит. Когда у нас мама из Парзана. Глубоко уважаемый Михаил Николаевич, это перевод с испанского. Оригинально. Вы великий сын чувашского народа, известный практически во всем мире. В настоящее время читаем стихи, романы, написанные вами. Будучи по сотрудничеству с Академией технологий управления в городе Новочеркасск Чувашской Республики, мы многократно убедились в вашем величии, в вашем непререкаемом авторитете. Мы очевидцы, какой труд вами вложен, и несмотря на молодой, в кавычках, возраст, продолжаете во имя всемирного укрепления Союза писателей Чувашии активно, мощно работать. Будучи вашими поклонниками, выражаю свою солидарность с решениями правления Союза писателей, все без исключения они направлены на просветительскую деятельность. Искренне поздравляем со столетием образования Союза писателей Чувашии. От души желаю вам, глубоко уважаемый Михаил Николаевич, представитель творческой интеллигенции, писательскому союзу, доброго здоровья и долгих лет продуктивной работы. Президент образовательных организаций Республики Перу, доктор технических наук, профессор Луис Серсан Марина Алмаз. Это русский перевод.
Anda bulsan İspan cilgine bilin, paylaşın. Burası gibi olacak. Bana da burada fazla kaçırıyor. Gerçekten daha olmadı. 4. sıra sakladım da. Esmana kafası parçalıyor. Ne bulsak bulmadı. Sonra sınavdan da belirleyeceğin insan bile. Şapkan olarak bulmalı şeyler uzaklaşıyor. Bulunmuş diye bize yapıcılar size. Numay bulundan da yılına kullandı. Size yılına ilişki. Здесь, братья, мое представители Чувашии, прежде всего, это гордость, вот сейчас можно сказать, 40-летнего руководства Чувашского общественно-культурным центром вашей деятельности. Недавно участвовал, мне кажется, допустимо, потому что Чувашский только говорит русский и многие национальности. Мне приходилось участвовать на международной научно-практической конференции в Астане, это Республика Казахстан. Вы знаете, с таким удовольствием, с таким желанием встретили они ваши книги, ваши невозможные прозы. Я почитал, и почта также адресовали по электронной почте, я надеюсь, вам поступило, и мне, чтобы я зачитал всем, это из Республики Казахстан, как вас ценят и уважают. Каким бы злоупотреблением времени не было, читаю. По нашим представлениям, Союз писателей Чувашии берет свое начало с первого Чувашского съезда 1917 года. Правильно? Со значительной общенациональной значимостью перемен в его деятельности и со второго Чувашского съезда с момента создания Чувашского общественно-культурного центра. Нет сомнений в том, что именно со второго Чувашского общественно-культурного центра с 1989 года, с момента избрания вас, председателя, начинается глубокое по содержанию доступное практически для всех народов республики за рубежом деятельность Союза писателей. Ну и я вижу, так это, наверное, утомительно, но между тем это ценная информация. Не просто так где-то в кулуарах мы обсуждаем, говорим, это достоверная информация. Это лично сам с ними встретиться, говорил, и вот написать, так представляете, такую грамоту. Пишет ректор Карагандинского индустриального университета, доктор технических наук, профессор Абдрашид. Ноября, это буквально 2 дня назад, состоялась точно так же международная конференция в Алмате, Национальной библиотеки Республики Казахстан, куда приглашен и Михаил Николаевич. Участниками этой международной конференции стали представители, писатели Европы, Азии и Африки, Америки. И вот они позволили мне как представить, да и там вам, наверное, поступило так, то, что почитаемый в международном плане Михаил Николаевич точно так же приглашен как один из лучших просветителей чувашского народа, тюркского народа. Как бы я вас не утомил, я заранее сказал, мои земля, я воспользуюсь самым трудным случаем, ничего лишнего я не скажу. Это все кстати. Я написал о нем, под его мудрым руководством начал я прозу писать, стихи писать, нахожу одобрение, по-видимому, что-то есть, там это запоминать, что позвольте мне, Михаил Николаевич, читать. Сиренден Хизекре Синджук Паян, Менджухалов, Хава Куран, Чундан Атан Самза, Саламлашан, Земзана. Утешил одобрение, Курде Мишахамов, Монгомолот Мишан Булма, Ташман Зелеге Барма, Шоушком Сир Булма, Шинлай Яланак, Честно. Мухтанак Парабизанба, Уличи Санбики, Тадат Ерендаврара. Сир Силов Улгар Санадвам, Зелень Калатов Чаксамасиле, Сире Кузан Куза Яландаятов, Варамамер, Березбран. Всем вам искренне
искренние, добрые пожелания, прежде всего здоровья. У всех запоминающих устройство запас знаний есть. Лишним считаем добра, здоровья, благополучия. Сиран Зезен, Сиринсел Култур, Кирижи Култур, Вилья Култур. Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Наши писатели принимают активное участие в общественной жизни республики, встречаются со школьниками, студентами, с читателями в библиотеках, стараясь поднять художественное слово на высокий уровень, тем самым способствуя развитию культуры и образования. Слово предоставляется министру цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаилу Владимировичу Степанову. Рад всех приветствовать. Действительно, 100 лет очень серьезная дата, и не менее серьезная, я не побоюсь этого слова, миссия Союза писателей, ведь ценность и национальная идентичность, сохранение языка – это одни из ключевых направлений, которые помогает реализовывать Союз писателей. От лица Кабинета министров республики и от лица министерства хочется вручить благодарственное письмо, и много было вручено. Я думаю, это найдет тоже достойное место в вашей огромной коллекции. Спасибо вам за огромный вклад в развитие. Я думаю, не будет лишним вручить Михаилу Владимировичу Степанову нашу награду, удостоверение и медаль. Спасибо большое. Буду считать это авансом. Будем работать. Генеральный директор Инжуне Дмитрий Моисеев Вачмей Тархашин. Урман Бурнение. Писатель Улинбинчин на телеге бывать. Между сессией Кенегевов Чилай Юлдаш. Юлдашсин Парадри Бурзамарада Шампурнышпа келеме телейлер эхтавашы. Шамбада епсидерен Шагырбек сумла юбилере Ховар эшпе Чаваш халыхне вырысем вали Паха хайлазем ширнажым талдывады. Хывали издательство жюрде вунбер дерде калар задрать байги гунаем сессей. Общество политика хачачи зенче, Шаванбекех табанадым журналда литература хайлары земчекенеше. Шак каларым зенче, хачат зенче журналда, ховарын хайлабыр зене изер курма булдарады. Бір ваданмазыр, бір келемезір, ховарын произведение зене, біріне редакцияне илсе бары. Бирин республикара писательсем Питенумай, нимеде урох регионда Пирин чухле ширакше бурибе утанма удараймас тахарнех. Аплабулзасын Бирин хачатсербе журналземче сирин произведение зем выбран тупмаллах. Тавах сене. Малашниде пребуласче парлестесче чеваш халахне илемле хайлаземе савандарасче. Тавах. Дорогие друзья,
вы уже поняли, мы поддерживаем тесную связь не только с многими регионами нашей Родины, но и с разными странами. За 2 суток нам прислали 184 поздравительные телеграммы. И мы сейчас зачитаем их все. Ну, конечно же, только некоторые из них, да. От имени Союза писателей Республики Тыва сердечно поздравляю вас со знаменательной датой, столетием со дня образования Союза писателей Тывской Республики. Пусть наградой нам станет признание читателей, добрые слова и благодарные отзывы в наш адрес. Пусть крепнет дружба и взаимопонимание между нашими народами. Желаем писателям Союза здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов во всех начинаниях во благо родной республики. Храните и берегите землю ваших предков и великий чувашский язык. Председатель правления Союза писателей Республики Тыва Адмуров. Халиварасен Женевьев, министр Чувашской республики, чрезвычайно Лару министерство ВИР, ансамбль НЕ. Через всех служебных внимания представитель Зубана. Юра Авторий Георгий Андреевич Хавал. Чула была через день Юрий, песня пламенных сердец.
Чем бы вы ни занимались, делайте это всем своим сердцем, сказал когда-то Конфуций. Именно так и творят наши писатели. Количество изданных книг давно превысило отметку в 1000. По количеству книг на первом месте, конечно же, Михаил Николаевич Юхнов. На втором Эдисон Иван Ильич Потмаров. Слово предоставляется члену правления Союза писателей Республики Потмаров. Сегодня, наверное, вы некоторые не поняли, почему сегодня такое собрание. Слышно? А ведь сегодня родился здесь Пельмеши. Вот мудрость нашего председателя. И тут, казалось бы, мог он раньше проводить. Дождался до рождения здесь Пельмеши. Столетие. Yapmışlar Çuvaşlar Galaşma Fiyatman, Şaral Cice Kelegeri, Şır, Itla, Çuvaşla, полмиллион тираж. Хотя говорят, можно мне по-русски сказать? Здесь Пельмеши сегодня вы исполните ему 124 года. И сегодня столетие нашей писательской организации. Вот теперь меня называется так. Чергепур, Халахпур, Чиравжепур, Падшалахпур. Пока мы будем, наше чувашское государство будет. Не будет нас, ничего не будет. Вот это наша писательская организация, люди, которые дано Богом. Да, многие, может, не знают, но у них горит душа, они стремятся писать. Те, которые занимаются самосовершенствованием, они становятся метрами литературы. Я много не буду говорить, фамилии не буду, потому что сегодня у нас, как сказать, столетие. Мы сегодня отмечаем, мы сегодня радуемся, что мы дожили 100 лет. Только, чтобы вы знали, в литературном жанре, только в поэзии свои направления. Ода, кто-нибудь у вас писал оду? Надо писать, значит, еще несовершенный. Кто-нибудь элегии, сонет, песню, послание, эпиграммы, мадригалы, эпитафы писали? Если писали, молодцы. Если не писали, пусть ваше сердце зовут, чтобы писать вот эти жанры. Спасибо большое. Вот вы, наверное, тут обратили внимание, очень немало людей в военной форме. Что это говорит? Наша писательская организация более 20 человек в военной форме. Военные. Они, естественно, как и все, настроены патриотически. Россия наша тем привлекательна, что все народы, не кроме писать на родном языке, удивляют читателей знанием русского языка. Причем создают такие шедевры, что вся наша Россия начинает гордиться этим писателем. Разве не так? Вот сейчас наша писательная организация пришла идея. Как вы помните в фильме «Не замахнутся ли на Шекспира?» А я хочу сказать, все у нас тут Шекспиры сидят. Вот. Решили создать альманах.
Спасибо, Михаил Михайлович Кузьма. Это его идея. Это он предложил. И подумали, вот, пожалуйста, 29 писателей в течение нескольких дней самые лучшие свои произведения дали, и вот он есть. Разве это плохо? Я думаю, в ближайшее время этот альманах выйдет. Если вы хотите, будем еще. Хотелось бы, чтобы этот альманах выходил хотя бы 2 раза в год. Сумеем? Я думаю, сумеем. У нас что, голова не работает? Работает. Дальше. Насчет патриотических песен. Мне недавно пришлось побывать в госпитале в Белгороде. Вот. Как вам сказать? Я увидел там действительно раненых солдат. Более 100 человек. Вот после этого у меня родилось одно стихотворение. Я прошу, я хочу зачитать. Вот они, солдаты, герои войны. Но они сегодня не в строю, не на передовой и не в отпуске у жены. Госпитали парни, герои войны. Радуйтесь, солдаты, герои войны. Вы живы, не погибли в бою. Рядом без ноги, у другого нет руки. Клянемся вам, герои войны. Помните, люди, героев войны. Они, не мы, защищали страну. С криком «Ура!» бросались в адский бой. Воюют за Россию, герои войны. Давайте, сегодня специальная военная операция. Много есть случаи, которые погибают. Нет? Давайте помянем. Спасибо. В конце я не хочу злоупотреблять. Кстати, в этом отношении я написал и президенту, и министру обороны, чтобы ввели специальные военные операции фронтовых писателей, армейских писателей, потому что есть, которые пожилые, их нельзя уже автоматом отправлять. Но они могут писать. Первое, это хорошее оружие. В конце хочу. Есть Чувашская республика с 2010 года премия, международная премия Ивана Бадмар, то есть моего отца. Этой премией награждены, каждый год награждается один зарубежный писатель, ученый и один чувашский. Обязательно. В связи с болезнью и в связи с таким международным отношением 3 года не награждалась эта премия. И поэтому я пришел к выводу, сам я председатель комиссии, потому что я все-таки сын. И вот те, которые занимаются фольклором, фольклористикой, вот такая вот. Прошу, я хочу наградить 2 писателей этой премии. Премия Иван Бадмар. Зачитаю. Васильева Галина Николаевна. Владимир Борисович. Простите, пожалуйста. Второй Кадеев Валерий Титович. Правда, я зарубежным писателям давал по $100, но у меня кризис кончился, его не понимаю. Вот так я решил. Спасибо большое. Спасибо.
друзья, сегодня в нашем зале много гостей, и к нам на праздник прибыл заместитель Чувашского азербайджанского общества Сафаров Фархат Мухтараглы. И мы предоставляем ему с радостью слово. Добрый день. Я поздравляю первым делом всех писателей, всех чувашского народа с таким праздником. Быть писателем – это большое историческое дело, потому что писатели, они другого ранга людей. У них, как сказать, творческие люди. Они то, что мы видим, не то, они пишут того, что думают, открывают все нюансы человеческой жизни. Поэтому мы всегда читаем книги этих писателей, чтобы понять жизнь их глазами. Я всех поздравляю от имени Чувашско-Азербайджанского сообщества. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия. Крепкие узы дружбы связывают нас с Татарстаном. Дорогие соседи из славной Казани, конечно же, тоже приехали на наш праздник. Мы приглашаем на сцену Малышева Константина Анатольевича, руководителя чувашской диаспоры и писателя-ученого Айрата Ильдусовича Хельмзянова. Я тоже из Казани, руководитель краеведов Татарстана, Семенов моя фамилия. Мы у Юхмамиши Николая Николаевича уже 10 лет, как я являюсь членом, мы не только в Чувашии и в Татарстане, Михаил Николаевич, мы гордимся. Гордимся уже, вот посчитайте, за 3 года он у нас побывал уже 2 раза в гостях. И очень торжественно встречали. Ну, мы Михаила Николаевича уважаем, также любим. И почему любим? Потому что он много делает для татарстанских чувашей. Вы знаете, Михаила Николаевича есть уголок. Это в Аксубайском районе, села Саврашпусь. Там библиотека сделали специальный уголок. Михаил Николаевич подарил 150 книг для чувашских школ. Это очень большая. Мы гордимся этим. Дальше есть у нас группы, женские коллективы. Вот Михаил Николаевич сделал фольклорист, как он называется. Это в фольклорном деле, конечно, я немного мало понимаю, но сделал, называется, бабушки. Как там у нас на Курмандеевские бабушки. Они так гордятся этим званием сейчас. До сих пор вспоминают при первой возможности. Передайте, пожалуйста, Михаилу Николаевичу крепкого здоровья и больших также успехов. Ну, я тут немного хочу добавить, что Михаил Николаевич мы знаем как и писателя, и историка, и краеведа, и исследователя. Я сам в числе, я не хочу сказать, что я какие-то психологии не пишу, я занимаюсь исследованием истории родного края. У нас это Саврашпусь, может быть, Саврашпусь Юра знает, наверное, Вармана Инди Саврашпусь где. Вот я сам из тех краев. В нашем крае тоже богатая очень история. Мы занимаемся исследованием. В этом деле, конечно, у нас как старейший булгаровед Михаил Николаевич очень помогает нам. Это дело подсказывает, потому что история, она такая вещь, очень много, непонятного, иногда не понимаю, иногда много утеряно, иногда специально убрали литературу, историю, а мы хотим знать, историю хотим знать не только там 17 век, хотим знать и 10, 9, 10 век. Значит, про Михаила Николаевича мы не забываем в своих книгах, вот, например, вот здесь вот Чувашский Зулейский дорог у нас вышла вместе с Михаилом Николаевичем, там у нас он присутствует, у нас фотография, вот, пожалуйста, вы можете посмотреть, мы обязательно включаем дальше, он там сам подсказывает, как дальше. Тайны земли, Саврушбаты, Батыры, вот еще одна книга. Недавно, год назад выступали на международной конференции, результаты своих исследований представили на международной конференции Российской академии наук в Москве. Конечно, помогал, при свой написал Михаил
Михаил Николаевич, огромное спасибо. Книга ваша пользуется, спрашивают, интересуются, вам поэтому благодарны. Еще забыл. Не хотел напомнить, что у нас Михаил Николаевич герой Святой Руси. Знаете, герой Святой Руси. Давайте поздравим всех советов. Мы не забываем. Я хочу представить нашему гостю из Татарстана, хотя он татарин, но чуваши не забывает, когда он пишет и в Турции, и в других местах, переводчик Галиджанов нас играет. Он также уже сколько лет играет? Состоит членом? 7. Вот, так рассказывай, как это. Здравствуйте. Вместе с моим поступлением в Союз писателей Чувашии я несколько вырос и занимаюсь переводческой деятельностью, в том числе в Турции издается литературный журнал «Тунджель Санат». Я являюсь представителем этого журнала. Также Союз писателей Тувы теперь меня принял свои члены и другие российские союзы. Я очень рад, что мне довелось постоянно общаться с Михаилом Николаевичем Юхмой, Эдисоном Патмаром, Альбиной Юрату, Раисой Сарби и другими выдающимися деятелями. И я подсчитал, если 100 лет и 1000 книг, то получается каждые 10 лет 100 книг или каждые 12 лет 10 книг. 12 месяцев 10 книг, так ведь? Очень благодарен вам всем за счастье работать с вами. Малышев Константин Хазяров. Вақытлы тұқманжы сцена зенекенеге дуямдым. Кезеплі юлдаршам, ебір күнда жанатта баян қызық сұмды делегация бегілді бар. Чынжан ширауызы зембе, шелепке земде бұр, туй земде, сағитның қош бәрі зуғалы де бұр. Ебіде Юлашки бұлықтыра ширабышларым таван жылгебе, анжақта кенегері бар, ебі ұтлары контактыра бюджетлет қам жұмырсыне. Манауында мишешін бұларны палы епілеп қам бұлаған зене. Онда өзім керзе бұқны или черезен лапты дұрық. Ебіна құрап қам бұлаған зене, ишам бұлықтырақ, ебі ол бұлағанзы мен жұмыштаны не білеп, бұнда аялда комментария неше задулар әші. Кости ес матур десе, ес терасмар шерат десе, тарахлаганзы деп бұр. Анжақта шақ чәрі жігіну мажыққа паянки ширап зізінен биді керлея бала. Мен жүн дезесі мұмайышы, сіделе жерәші, бежетлемеші, шапыртыра дұрыслагалазан назло бұдня шерзашын Булаганзем Шивахлах Егинаши селен произведение изне. Хизеп демеле бушлаши. Канаманзеле брепеле барында езар пурныш пурынны жензем Союза да шыржыл ебір сауынат бар. Чуваш енде ширав жезем нумай бұлны жын. Бұл селен ғужырда лайық ширав жеземде нумай бұлны. Білдерет фөл шанас келет. Илбек Микулайзен, Мрайказен, Юкманишезен, Эшне Малалады Заганзен Бурдезен. Тағабуш, обученеш парапар Сугатады болды. Михаил Николаевич Тағабуш.
Малышев провел однажды встречу с писателями, чувашскими писателями в Доме дружбы. Представляете, 50 тысяч человек смотрели, да? Это же удивительно. Вот выступление чувашских писателей в Татарстане, 50 человек. Это все организовали они, татарские друзья, в Доме дружбы Татарстана. Спасибо.